Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время самых интересных гостей и наиболее глубокого обсуждения самых разнообразных тем. Я всегда рад, когда у меня в гостях коллеги, потому что журналист — это, если уж ты выжил в журналистике на протяжении какого-то промежутка времени, значит, с тобой уже есть о чем говорить. А когда этот коллега еще и очаровательная женщина, да еще и шеф-редактор телевизионного канала 24-го, еще к тому же, да, то это втройне приятнее. Олена Трибушна у нас в гостях сегодня. Доброго вечера. Салям алейкум. Был я на вашем канале. Бывал. Бывал, да, скажем так. Давно не приглашают. Ну, это хорошо, что не приглашают. Значит, у вас все нормально. Вот. Но шеф-редактор это зверь вообще, особенно на телевидении. Я уверен, что вы держите своих сотрудников постоянно вот в руках. Нет? Наверное, да. Журналисты люди же творческие. Их, если не держать в руках, они сидят бездельничают или такого на креативе, что потом не выиграешь. Творческие — это когда не хочешь сказать другое слово. Нет, когда другое слово сказать не хочешь, говоришь творческое. Я бы этого творческого человека... Вот, я пришел в редакторство, ну, уже судьба привела, такая тяжелая, постепенно. Я был газетным редактором, на телевидении редактором не работал, слава богу, никогда. И так как многие смотрят ваш канал, который делает команда под твоим руководством, хотелось бы узнать, что за человек руководит этим творческим коллективом. Ну, о себе, трохи о себе. Я пришла в журналистику вообще случайно. Это была иллюзия и заблуждение. У меня мама работала журналистом. И в какой-то момент у меня вообще другая профессия. Я закончила торгово-экономический университет. И... Могла бы нормальным человеком успешным бизнесменом, может быть, даже олигархом. Но мне было скучно на моей первой работе. И я так думала, чем бы мне хотелось вот заниматься. Я видела, как работает мама. Мама работала в газете «Всеукраинские ведомости», по-моему, называлась тогда. Тоже замредактора, наверное, или редактор? Не, она была журналистом, причем с обкором в Херсонской области. И ее темой были такие человеческие истории. Вот когда что-то такое случилось... Это называется социальный репортаж. Ну, кстати, да. ты знаешь, это вот мы недооценивали раньше, это считали совком. Вот в совке же были модные репортажи с мест, да? И мы такие потом, когда совок прошел, мы все от этого раз и в криминал. Давай вот это все писать жареное на Западе. И потом даже я видел небольшие тексты, которые я в той газете, я работал, выпускали про людей. Интерес к ним всегда большой. И твоя мама занималась в Херсонской области тем, чем надо. Я так понимаю, что обычным людям, нормальным людям, далеким от политики, это интересно. Ну, ты написал какие-то такие статьи, которые ты дочитываешь до конца, и вот это хочется плакать из-за того, что у людей так плохо. Мне показалось, что это интересно, и я начала... А я еще на тот момент переводила книжки с английского на русский, украинский. И, в принципе, это я считала, что у меня есть опыт какой-то там редакторской, писательской такой работы. И я начала вот этими своими резюме, с вот таким вот опытом, не более того, бомбить вообще там все вакансии, которые можно было бомбить. Журналистские вакансии? Да, да. И меня пригласили на корреспондент НЕТ к Юлии МакГаффи на собеседование на ленту новостей. Я знаю. Это в каком году это было? Это до войны? До революции. Это было 2000 где-то 6-й, 7-й, вот еще тогда. Так, сейчас я вот восстановлю твою... Вот ты мне дала, как знаешь, как этому Шерлоку Холмсу, отспорной точки. Во-первых, мы узнали, что Олена Трибушна с Херсона. Так. Тоже это почти Крым. Детальки, это когда почти Крым, да. Знаешь, да, где крымских татар много живет? Ну, там, да. Это Новоалексеевка. Это первое, что мы узнали. Второе. Она действительно долго отбивалась от профессии журналиста. Потому что родиться в журналистской семье, ну, это почти определенно. Это как родиться в семье железнодорожника на станции в Казахстане где-нибудь, там, где есть там 2 юрты и шлагбаум. Все. Да, их знаешь, как про женщин-журналистов же говорят, мать журналистка горе в семье. Горе в семье, да. Вот. И все-таки ты отбивалась, и вот, значит, в каком-то уже зрелом возрасте, да, ты поняла, что, ну, в общем, не получилось. Что засосала опасная трясина. При том, что, знаешь, у меня характер вообще для этого не создан. Я довольно такой, закрытый человек. Я не очень люблю общаться с людьми, а это же профессия, которая, предполагает постоянное общение с кем-то. Для меня это реально было таким вот каким-то многие талантливые люди ломаются, потому что не могут общаться. Это ломало себя, да?
Ну, как потому что это? это иначе Как? невозможно. Ну, Я брал интервью футболистов. Это очень занимательно. а я просто, когда потом меня перевели, туда, я буквально месяца 3 на сайте проработала у Юли Магафи, и меня забрали в журнал. И там тоже была и социальная рубрика, и наука, там какая-то политика. Ну, и это, знаешь, ну, когда у тебя есть тема, в которую должны быть какие-то комментарии каких-то спикеров, тебе хочешь не хочешь, надо сдать там во вторник материал, и ну, тебе приходится ходить к людям и говорить. Когда это вынуждено, ты постепенно втягиваешься в это все. Интересная биография. Так, значит, общаться не хотела, журналистика не хотела. Результат шеф-редактор телевидения. Это тоже была случайная история. Ну, как случайно. Оно все случайные истории, но Но я на которые телевидение заканчиваются попал какими-то ровно по простой неслучайными. причине, потому что это канал АТР, единственный крымско-татарский телеканал, который вынужден был переехать в Киев из-за оккупации, и это мои друзья, коллеги, это моя семья по-любому. То есть я не мог тут не оказаться. Хотя я газетный абсолютно человек, никогда не мечтал видеть вот это в камере, это в жизни никогда не хотел. Вот. А ты же девочка с большими красивыми глазами. Мечтала же, да? А телевидение? Телезвездой-то стать? Нет? Никогда. Не, знаешь, есть же какой-то такой стереотип, что на телевидение попасть вот из принта вообще нереально. Не, ну просто значит, тоже стереотип, не то, что попасть. Ну, тем более элементарно. сразу на позицию главного Да, редактора. ну смотри, тут опять все, у тебя вся биография какая-то такая... Странная. Очень нет, она правда странная, она причинно-следственных связей каких-то Она я их не нарушает. прощупываю, да, она не Это нарушает. правда. То есть я сидел, вот я случайно оказался, я сидел, это что-то нам редактировал, карьеру делал до войны и так далее, и даже в этой стране, которая просто за 43 года просто пропали зря. Вот, но... девочки обычно хотят... Вот все телевизионные группы забиты девочками, которые все хотят быть телезвездами и так далее. Но если уже девочка идет в газету работать, то ясно, что это не является ее целью, и к ней уже относятся как бы как к мужику, ну, как к мужчине. Ну, то есть нет такой... У меня мужской характер Приехали. А у кого сейчас не мужской ты характер? в этой Вот, стране. да. Как на телевидении, это совсем другое. Вот я до сих пор не могу привыкнуть к телевидению и никогда не привыкну. Это другое производство. Ну, как радио, это только голос, здесь только мысли, факты и вот это все, да. А тут все, и надо и голову поворачивать, и надо снимать эти фальшивые проходки вот эти, и все вот это. Слушай, ну это точно интереснее, чем работать в журнале. Ну вот в том числе в силу всего перечисленного тобой. Правда? Нет. Когда я в газете работал, у меня был тихий кабинет, патефон там стоял. Вот, Ну, это ж скучно. вкусное всякое. Ну, не Это знаю, конвейер. не знаю. То есть ты постоянно подхотел менять свой род деятельности. Вот доменялось до телевидения. Доменялась, да. Ну, это буквально, когда меня позвали на 24-й канал, ты помнишь ту историю, когда корреспондент закрылся, когда Курченко его купил? Я тогда тут не жил, но я знаю эту историю, потому что там работали мои коллеги, друзья. Ну, вот это ж тогда мы постепенно все ушли из корреспондента, а потом Сыч позвал, Мгм. ну, там, некоторых людей, с которыми он работал в корреспонденте, делать новое время. Мгм. Я ушла с ним тоже делать новое время. А но вот ты и там отметилась. Ну да, я как раз была вот в команде тех людей, которые это все запускали с самого нуля. Я была его заместителем на сайте. И я там проработала 3 года. И про интернет я, кстати, тоже ничего не знала. Я из принта вот так пришла в интернет, о котором я ничего не знала, и мы вот учились на ходу. И 3 года я там проработала, и ну вот я почувствовала, что мне скучно. Но я делаю все время одно и то же, мне хочется Мгм. чего-то нового. Все, чему я хотела и могла научиться, я научилась. На И у меня радио не какой-то- было, да? Не на радио, тогда еще радио не было. Мгм. И у меня какое-то такое было ощущение, что ну, хочется чего-то нового, надо куда-то двигаться. Но что делать? И знаешь, когда ты с таким ощущением каждый день ходишь на работу, что тебе ну, вот это в тягость, это скучно, тебе хочется чего-то другого, какой-то подавленный. Ну, и как-то само по себе прилетело предложение 24 канала. А они как раз искали человека, который был бы, ну, типа, не из журналистики, который бы свежим каким-то, ну, и отстраненным взглядом посмотрел на все эти телевизионные процессы и поменял то, что там вот они не замечают изнутри, люди, у которых То замылен есть глаз они на искали производстве не телеконтента. телевизионщика, да? Ну, вот хотели они что-то такого, да. Мгм. И так сложилось, и так А совпало. характер непростой, поэтому и взяли, собственно, да. Наверное. Ну, у руководства тоже характер непростой, поэтому уже 3 года такая противостояние. Ну, ты во многих СМИ работала. Знаешь такую советскую поговорку «летун – враг производства»? Ну, не во многих, в 3 всего. В 3? Ну, причем из них с Сычом сколько лет, наверное, 10, 2 А проектов. когда из Херсона переехала? Когда учиться приехал. То есть После давно школы. уже, сразу после школы. Мгм. И, конечно, журфак, как правильно Не, девочка. А, ты же торгово-экономический. говорила все. А Защита журфака прав вообще не потребителей. было, да? Не было.
Это хорошо. Это значит... Это портит журналиста. Нет, когда человек не попадает на журфак, то шансы стать журналистом значительно увеличатся в среднем. Вот. Ты же знаешь прекрасно, что журфак — это вообще не гарантия ничего. И вот перейдем мы сейчас, личность мы твою выяснили, перейдем к оценочным суждениям относительно нашей журналистики. Давай. Я предупреждаю, что это лицензированное телевидение, и не все слова, которые подходят для оценки деятельности наших журналистов, могут быть выданы в эфир. Да, ты же знаешь, то же самое, в таких же условиях живешь. Да? Вот эти посиделки, погляделки, когда был День журналиста. Вот эти заглядывания в глаза, уже меняются только президенты, а заглядывающие в глаза, они даже, мне кажется, те же остаются. И вот эти вот все, вот это, значит, уже как в 95-м году. Этот лысый, этот такой, этот сякой. И всех одни и те же роли, те же самые взгляды, те же самые все этот гребаный театр просто, да, вместо журналистики. Вот иногда, когда поздравляют людей с Днем журналиста, говорю, можно в другой день меня поздравить? Просто, может, вообще лучше не поздравляйте, потому что я не хочу вообще с ними на одной поляне вообще быть, чтобы про меня даже думали, что я чем-то похожим с ними занимаюсь. Тебе тоже не нравятся такие коллеги? У нас журналистика в стране сейчас в таком состоянии, что этот день должен быть каким-то днем траура. Ну, смотри, практически нормальных мест, где тебе хотелось бы работать, и где человек с принципами, да, с какими-то мог бы позволить себе работать, их очень мало. Да, это правда. Ну, я даже вот если... Я не хочу сейчас называть никакие, наверное, названия, каналов, да. но это, ну, вот на пальцах одной руки можно пересчитать места, куда бы я пошла работать. Ну и то, я не скажу, что я бы хотела там работать, и мне было бы там интересно. Потому что это не телек точно. Ну, потому что на телек... Ну, а какие каналы? У нас 4 олигархические телеканала. Вот АТР, ну мы маленькие относительно, конечно, канал. Ну да, но это типа вы тоже небольшой. Ну мы тоже, да, так вот, своя ниша. Ну, поэтому большинство, ну, очень многие журналисты как бы связаны вот этим, привязаны к своему месту работы, именно потому, что идти-то особо некуда, выбирать особо не из чего. Или если ты куда-то идешь, и идешь на какой-то компромисс, там, ну, кому-то куча людей, которым пофиг, на самом деле, что говорить, и там, а какой процент пофигистов? Ну, давай так. Сколько процент коллаборантов? Грубо говоря, вот этих конкретных медведчуковцев, которые за любки просто с Медведчуком на Красной площади совершат что угодно. Ну, я думаю, что какая-то... Ну, вот все, кто работал на тех телеканалах... Сколько их всего? Я думаю, что вот прям убежденных и разделяющих полностью, и отстаивающих, вот, и готовых защищать там до конца этих интересов, я не думаю, что там прям было большинство. Мне кажется, большинство все-таки людей, которые там работали, это люди, которые вот сами для себя находят какое-то внутреннее оправдание, почему они там. Ты сталкивалась? Вот, допустим, приходил, наверняка же приходят люди, или резюме там звонят, или через знакомых. Обычно же через знакомых, ведь журналистику только по блату можно попасть, через блат или через сестру. Вот. Но что говорят? Вот проработал 5 лет на Медведчука, 5 лет получал, значит, эти бумажки, где было написано, кого как называть, да. Бумажки это я знаю, как на российском телевидении мне рассказывали. И тут сюда приходят указивки, как освещать то или иное событие в Украине. И вот ты тараторишь или снимаешь там. Ну, давай журналист. Ну, я рассказываю реальные истории. У меня есть таких несколько примеров. У меня работает мальчик, который работал когда-то на Ньюзване. Он был тогда начинающим журналистом, работал где-то там в регионах, и он сейчас, вот, ну, он мне не раз говорил, что он благодарен нам, что мы забрали его оттуда, потому что когда он всем этим занимался, он реально, он признается, что он работал там подставкой под микрофон, что надо было подъехать вот к их политическим там представителям, кто там в город приезжал, просто подержать микрофон, ну или сказать в эфире то, что тебе сказали. На выборах они реально обслуживали, ну вот по этим всем темникам все, что надо, все работали. Они понимали, что они делают. Но он был молодой, начинающий, и вообще вот, ну, без особых каких-то там, не знаю, ценностных ориентиров, ну, не привили, как-то так не сложилось. И он не сильно задумывался, почему это вообще плохо, знаешь, потому что был молодой. И мы его забрали к себе. Ну, а тут, когда ты уже работаешь в какой-то среде, где уже, ну, так вполне определенно ты на этой стороне или на той стороне, и почему ты здесь именно работаешь, и почему ты не пойдешь работать в другое место, когда он оказался в этой среде. И вот сейчас на фоне этого конфликта, который вспыхнул после того, как журналисты медведчуковских телеканалов, ну, помнишь, был такой, я случайно попала в эту историю, когда я написала пост, что не присылайте мне резюме с вот этих каналов закрытых Медведчука.
Причем я А не что вы собиралась думаете, это писать. не, подожди, а что тут такого? Ну, не хочешь ты брать про российских журналистов? Что тут? Это же какая-то новость какая-то. Что так всех взбудоражило-то? Я тоже не хочу. Чего их взбудоражило? Я не знаю, чего их взбудоражило. Причем взбудоражило, ну, сильно. Мгм. Ну, потому что, знаешь, ну, наверное, потому что у меня там было довольно, я в довольно резкой форме написала, что, типа, там, если вы торгуете страной где-то там, то нам с вами не по ты пути. имела И неосторожность они, сказать наверное, правду восприняли просто. это как оскорбление. Ну, знаешь, Они не считают, что они торговали страной, знаешь, я понимаешь? вспомнил тот момент. И многие даже приличные журналисты тогда, некоторые, Да, многие написали, например, надо жалеть, надо взять их на работу, понять и переучить, простить, да, обнять и научить. плакать, да-да-да. Ну, вот я не считаю, что, ну, как бы мы должны это делать. Ну, серьезно, все взрослые люди, все понимают, чем они там занимаются. Даже если они утешают себя мыслью, что я ничего плохого не делаю. Многие же люди так, многие журналисты так говорят, вот я конкретно никогда ничего не сказал такого, что противоречит, там, не Да, знаю, моим моим внутренним убеждениям, да. убеждениям, да. А то, что несется все вокруг, я вообще не виноват. Ну, я так не считаю, потому что ты есть ну, гвинтиком вот этой вот машины, с одной стороны. А когда ты работаешь, ну, даже если ты работаешь на каком-то там, не знаю, большом национальном телеканале, который не гонит вот эту вот откровенную такую пропаганду российскую, которая была на Медведчуковский телеканал, ну, ты все равно вот есть элементы вот этого механизма, который, ну, есть той самой большой политической коррупции. Ты работаешь и обслуживаешь, ну, В фактически конце интересы концов, олигархов. В интересы конечном олигархов. Что бы итоге, ты ни да. делал, Чтоб хоть ты ты там не стул там говорил, и подвигал. как ты там бы не утешался мыслью о том, что ты ничего такого не говорил. Ну, то есть я в этих вопросах, ну, так, от тебя же, достаточно от категорична. вас уходили же люди, в том числе и на каналы, ну, Прямо? скажем так, Напрямую на ходили разные. на такие, ну, на Украину ушли люди тоже. Ну, да, кто-то, ну, у кого-то, ну, кто-то умеет себя уговорить, что вот он себе может это позволить, и что это допустимая для него, приемлемая история. А где вот эта репутационная граница для тебя? Вот, за которой все уже тогда чувак ушел, вот это перешел, все, я тебя не знаю. Что М, человек должен сделать или чего не сделать для этого? Ну, смотри, наверное, тогда, когда я говорю, что я бы не взяла на работу людей, которые работали там, ну, мне кажется, это вот для меня, ну, то, что делать нельзя. Ну, нельзя осознанно подыгрывать врагу, если твоя страна 7 лет воюет. Хорошо. Твое определение врага на медиаполе. Вот какие критерии, что это враг? Украины, твой личный. Там. Ну, я думаю, это люди, которые, ну, не знаю, не называют вещи своими именами, но же многие телеканалы, даже, ну, вот, и те, которые остались после закрытия Медведчука, подхватили их риторику, они же все равно продолжают эту тему, что, ну, Россия, ну, там не с Россией мы воюем, и Украина тоже виновата, и это Народ все ни при место чем, разборок там, да. Запада с русскими и гражданский конфликт. Ну, там же все равно эти люди продолжают, которые ходили на Медведчуковский канал, теперь они то же самое говорят, там, например, не знаю, на нашем. Ну, понятно. Да. Это одно и то же. И как они между собой там ругаются или дружат, это имеет никакого значения, они говорят это одно и то же. Ну и когда ты понимаешь, что ну, все вообще не так, и ты понимаешь, что эти... Ну и причем мы же понимаем, что эти люди не заблуждаются, наверное, не знаю, им кто-то не запудрил мозги, они, наверное, тоже ну, гораздо лучше понимают, что там происходит, чем так, как они говорят. Я считаю, что если Homo sapiens умеет пользоваться вилкой, ложкой и ножом, то уже он несет полную ответственность. Вот если мимо рта ложку... Если ты мимо рта ложку проносишь, тогда с тебя другой спрос уже, да? А вот если ты научился принимать пищу, то уже ты отвечаешь за свои действия, не как животное, да? Вот. Но давай так, по-честному. Мы находимся в меньшинстве. И в меньшинстве значительном. Да? Значительное большинство — это системные вот эти холдинги огромные, олигархические они, там, какие там, да. Вот. И мы такие, конечно, тут изображаем из себя какую-то там, ну, правду, да, там, честную журналистику, но масса — это они. И люди воспринимают как журналистов вот этих подставок к микрофону, или эту вот телеведущую, которая заранее пишет сценарий, там, где пророссийские спикеры у нее там говорят, да, потом ее там президент чем-то кормит, да, этот манипулятор, который просто ну, под каждого ляжет и так далее, и все их считают и так далее, и так далее. И как бы это все хавается. И когда президент появляется, ну, даже если президент пригласил журналистов там, на какой-то пикник, когда президент появляется на этом пикнике
в компании вот этих журналистов, которые когда-то работали на телеканалах Медведчука, откуда Которые все это пытались, неслось, и с которые ними пытались, знаешь, селфи делать. знаешь, пытались что? Извините, я перебил. Он же пытался, там, один из них, из Википедии упоминания убрать, что они работали на Ньюзване, да? Да? Да. И делать с ним селфи, продолжай, извини. Ну, этим самым президент подогревает вот какое отношение к Да, журналистам. вот это очень большой вред. И я ему хотел бы сказать, если бы я знал его лично, что, Владимир Александрович, когда вы рядом с собой, а тем более, ты же заметила, что приличные люди, которые там были на той встрече, да, Особо не- они не не горели подходили. желанием Они не фотографироваться. подходили, потому что самоценный человек, он, во-первых, он не нарушает социальную дистанцию. А те же прям подходят, знаешь, как вот это, ну, как вот, я не знаю. Слушай, потому что для них это тоже какой-то способ легитимизации себя в глазах общества. Я с президентом, я крутой журналист. Ну, с очередным, да. Я думаю, там у них альбомы, вот просто альбом «Я и», да, и все президенты, начиная там с Кравчука и дальше все. И одни и те же глаза, и все вот это все то же самое, да. А ему-то зачем это надо? Вот он же понимает или не понимает, что он имеет дело на самом деле с проститутками, которые к нему относятся точно так же никак, Я как ко думаю, всем он их так не остальным. воспринимает. Слушай, как там он воспринимает? нету такого, мне кажется, вот у него внутреннего водораздела, что вот это прям совсем хорошо, а это совсем плохо. Мне кажется, там все настолько вот размыто, А что почему? они для них не так, как для нас. Вот То есть он не люди, понимает которые с разницы другой сам. стороны. Но она у него, мне кажется, стерта. Я думаю, нету таких вот четких вот хорошо, плохо, добро, зло. Поэтому, ну так, все какое-то гибридное. А Ну, почему нет людей, которые скажут, друзей, там, я не знаю, Владимир Александрович, ну, смотрите, нельзя говорить, что я считаю хорошим СМИ «Страна ЮА», например, потому что это пророссийское контролируемое издание. Нельзя там вот этим уделять внимание, потому что это Медведчук, ну и так далее. смотри, а тут все просто. Посмотри, кто его окружение. Его окружение это люди, М. которые читают Люди с «Страна.ua», телевидения. Смирнов, Татаров. Я имею в виду те, которые его я ближайшее окружение. Они сами читают это, читают вот те вот телеграм-каналы, может, а некоторые ведут эти телеграм-каналы. Кто ему скажет? Я вот буквально на днях с кем-то говорила вот об этой же теме, что возле него нету людей, которые скажут, что вот это плохо. Там есть буквально пару человек, каких-то нормальных, адекватных его окружений, которые понимают, вот, ну, которые, во-первых, компетентны, а во-вторых, ценностны. Но Их самый буквально ценный, который не несколько. Ну вот приспособленцы, там, условно, да. условный Кулеба, например, возле него есть, который мог бы ему объяснить, что вот это делать нельзя, потому что Запад это воспримет плохо. Вот это мы сделали плохо, так делать неправильно. Но даже он, насколько я понимаю, перестал уже пытаться это говорить, потому что его не слышат. Потому что там хотят слышать хорошие новости, а не какую-то правду не очень приятную. Ну, просто когда президент страны, и он же и личность еще, ко всему прочему, рядом вот с такими людьми, с которыми, ну, журналистское сообщество не здоровается просто вообще. Ну, Так вот он это стоит. его окружение, мне кажется, это его среда. Блин, ну я не хотел бы верить в то, что человек хочет иметь среду такой. Слушай, они не любят никого, кроме денег и кроме власти. Ты про Завтра кого они сейчас? его Ты завтра про кого сейчас? затопчут просто, вот просто по нему пробегутся, как стадо свиней. То есть они ему сколько их не корми, ну как бы, понимаешь, еще я бы с подхалимами еще понимал бы, да, вот когда вот люди подхалимы такие, и вот я прикормил себе тут вот этими свинки бегают розовые. Так они уже перебегали шестерых президентов. Но ты же понимаешь, что они и про тебя то же самое будут. И что ты их кормишь, что не корми. У них есть другие жизненные ориентиры, и это точно не служить вот тебе конкретно. Понимаешь? У них свои интересы. Вот чуть перемкнет где-то, они посмотрят, рейтинги у тебя падают, да? И тут же ты будешь полным дерьмом. Прям, вот, Смотри, ты сейчас говоришь уже, наверное, не про самый ближайший круг. А вот если брать людей там типа Ермак и Шефер, у Ермака главная национальная идея, знаешь, какая? Чтобы Владимиру Александровичу вот все сделать так, чтобы ему было хорошо. Ну, смотри. У Шефера тоже просто, чтобы все было хорошо. Давай так, с точки зрения, какая должность у людей, которых ты назвала? Это люди, которые должны облегчать... И подносить то есть бумажки я тебя на нанял не подпись. для того, чтобы ты решал проблемы, а не для того, чтобы их создавал. И понятно, что у него куча проблем. И он делегирует полномочия и смотрит, вот это делается, направление закрыто, закрыто, закрыто. И ему, как руководителю, комфортно. Он выстроил систему, да, и так далее. Но, кстати, так. Но это мы вообще говорим не про медиа, да? Эти люди не медиа занимаются. Это ты Нет, говоришь ну, про это политику. вообще политикой. Я просто о них начала говорить, потому что, ну, вот эти люди читают эти ресурсы, которые ты считаешь Вот так, да? неправильными. Так они И же- они, ну, и Ну, он это им же- верит. Ну, это же унизительно, читать такой
такое хреновое издание, как «Страна ЮА», но оно плохое. Ну вот оно просто... Я бы ни одного сотрудника, даже идеологию уберем совсем, да? Но я ни одного сотрудника в себе бы не взял даже в свою первую газету, там, в региональную, но потому что они просто хреновые журналисты и неинтересные люди совсем. Как такое можно читать? Слушай, ну я думаю, это отражение части общества. У них довольно большая аудитория. И аудитории это нравится. Аудитории нравятся статьи, где, не знаю, там Всемирные заговоры, премьер-министр да. на гей-вечеринке. Ну и всемирный заговор тоже. Ну, и это часть нашего общества. Хорошо. А ничего, что? Давай отвернем сильно назад. Просто про «Страну ЮА» заговорили. Помнишь? Много. Нет, это Уделили просто как... времени. Да, времени много, но пример. Помнишь фотографии Замана? Когда сняли и разместили именно «Страна ЮА». Кто его снимал там, вот в этой гостинице? Это точно ФСБ, да? ФСБ Слушай, так за отдала... ними пророссийская, мне кажется, стоит, ну, вот Да точно нет, у какие-то... ФСБ был выбор. Опубликовать это в лайв где-нибудь, в желтом вот этом, ну, типа сделать вид, что это случайный какое? турист. Это не Да? желтое? Нет, но они выбрали украинское издание, которое типа политическое. Но мне кажется, если хотя бы в тот момент и президент и его окружение должны были понять, что эти люди на связи с ФСБ, что им доверять нельзя, их читать нельзя, приглашать на пресс-конференции нельзя. Вместо этого каждая пресс-конференция — это, значит, хлопковое поле просто, среди которого, значит, кое-какие там другие растения, но это хлопковое поле. Слушай, Просто знаешь, мне ваты. кажется, ты слишком высокого мнения об администрации президента Владимира Может, Александровича мне за Зеленского. державу обидно. Ну, ты посмотри не на медиа, ты посмотри на решения, которые принимаются в офисе президента, когда там та же история с вагнеровцами, которая мы не знаем, как закончилась, которая наверняка была инспирирована, я не знаю, русскими, которым Но тут история кто-то у нас подвешенная. подыгрывал. Ответ ни одного не дано ни на что. И просто... Я надеюсь, мы его когда-то услышим. Ну, потом посмотри, эта история с «Нафтогазом» и увольнением Коболева как раз перед приездом сюда Блинкина. Ну, это было сделано... Ну, за этим тоже могли стоять русские какие-то, которые специально провоцируют какие-то истории, которые бы отвернули Запад от нас. Ну, То есть, в когда-то принципе... сделали... Помнишь, с Кучмой, когда его делали нерукопожатным русские всеми да, методами? было Тут такое, может быть да. такая же самая история. Они умеют это все делать. Причем они могут даже не впрямую это делать. Поэтому ты То есть, удивляешься, что они читают эти издания. Да, они делают эти Я вещи. расстраиваюсь. Я расстраиваюсь, потому что в стране есть достаточно хороших, адекватных журналистов, которые там не ненавидят Зеленского, которые там просто трезво на все смотрят. У них же еще представление какое. Вот возьми и тот лагерь, и другой, да? Они считают, что, значит, у этих есть список врагов, у этих список врагов. И вот это деление на врагов, и они точно думают, видно, ну, может, по себе судят, да, что вот этот журналист, раз он один раз написал что-то такое, да, все, значит, Порохобот. хрест, порохобот, Зеленобот. да, зеленобот, все, и все, значит, и потом я никому не доверяю, вот, и такое. Но это же очень вредно. Вот Трамп ругался с журналистами все время. Ау, где? Где ты, Трамп? А журналисты остались. Ну, журналисты оставили. У нас вечная профессия. Я вот за это ее люблю. И надо так ценить вот это положение, когда говорят, ты пойдешь ли ты в политику? Да в жизни никогда. Зачем? Вот у тебя же есть коллеги, которые в политику пошли, знакомые, Коллеги? друзья. Журналисты? Да? Да. Именно есть. журналисты? Да. Ну, Сережа Лещенко. Но они все потерялись там, на самом деле. Ну, Сережа не потерялся. Ну, я не хочу обсуждать его. Ну, просто, ну, другие кто пошли. Ну, что? Ну, что? Ну, что? Слушай, ну знаешь, ну, наверное, да, я просто думаю, что ценность этого для них лично была то, что они увидели те процессы, о которых они писали снаружи, они увидели все изнутри. И оказалось, что это вообще, ну, вот немножечко не так, как они себе представляли, как даже они себе представляли. Ну, Сережа Лещенко, Стефанием были, я считаю, хорошими журналистами. И разбирались во многих вещах там, ну, намного больше, чем наверное, большинство журналистов в стране. И они говорили, что вот там изнутри все выглядит вот совсем не так, как мы себе представляли, когда были журналистами. Другое дело, что, знаешь, после этого в журналистику с этими знаниями вернуться невозможно. Вот, почему невозможно? Наверное. Объясни это. Слушай, тебя уже не будут воспринимать журналистом, если ты был политиком, работал на конкретные там политические силы. Я думаю, что вот это себя вот так вот снять, повесить и начать сначала, ну, невозможно. Тебе просто не поверят, тебя будут воспринимать как политика. Мне кажется, что... А может, им самим мне кажется, неинтересно что Рахманин больше вернется. Может быть, куда ему еще возвращаться? Нет, ну он реально хороший журналист. Хороший И журналист, мне очень было отличный жалко, я ему журналист. лично говорил, что мне так жалко, что ты уходишь. И я не хотел этого говорить, но эта партия точно его не заслуживала, потому что, да, она вот сейчас пришла в то состояние, вот это все абсолютно логично, то, что с этой партией произошло.
Ну да, это было такое, знаешь, неожиданно, когда он туда пошел. Ну и, в принципе, от него самого были какие-то ожидания большие, я не знаю. Мне кажется, журналисты, они всегда... Ну, как журналист он точно бы влиял на политику больше, о чем я тогда Сергею Да. сказал. Потому что в составе такой фракции, которая ничего не решает, раз, вообще слишком маленькая, да, и в которой два, все как, там, половина друг друга ненавидят в итоге, да, и сейчас это просто стыд и позор на это смотреть. Я надеюсь, что Сергей Рахманин вернется, и все, кто у нас смотрит, у нас политизированная публика, они наверняка помнят его материалы и читали все эти 20-30 лет, сколько там журналистики. Вот это мне насправді жалко. Слушайте, вот, кстати, Рахманину, может, и не сложно будет вернуться. Он, Но в он не принципе, зашкварился ничего нигде, такого да. не сделал, за что его бы потом, чтобы ему И потом, вспоминали да, и неправильно. потом он сидел чисто в парламенте, уже не сидел где-то в каких-то там, при всем уважении. Я не знаю, зачем эти советы директоров, я не знаю. Вот я их тоже лично знаю, людей, о которых ты говоришь. Мне кажется, журналистика это настолько интереснее, чем любые советы директоров. Хотя... Может, это, знаешь, как раньше было РНБО, место почетной ссылки отставных политиков за какие заслуги перед обществом. Так теперь на Глядовой Рады там еще и хорошо платят. Напомнил про деньги, я сразу погрустнел. Ну ничего, мы продолжим разговор. Скажи, пожалуйста, ну ты из журналистики, наверное, уже не уйдешь. Вот мне кажется, все-таки тебя засосало, нет? Слушай, я, может быть, и уйду, потому что, ну, когда мне больше некуда будет идти, ну вот, вообще, в принципе, и так некуда сейчас. Если мне придется уйти отсюда, возможно, это будет последнее мое место работы. Есть сейчас варианты для любого человека. Есть вариант, это блогерство. У меня есть YouTube-канал, где я делаю интервью. Ну вот. Так это не приносит денег. Мне придется работать, мне придется где-то. Ну, потому что мы только начали его, ну и, в принципе, он Твой таких личный, больших денег не приносит. Твой Ну, да, мы с коллегой начали делать канал. Интересно, а как называется это? Є питання. Є питання? Посмотрю. Про что? Ну, такая видеоаналитика, видеоблоги, интервью. Ну, вот буквально за последнее время я поговорила с Рябошапкой, туда записали интервью с Данильком. В воскресенье с Анчарком встречались. Ну, такое, о политике, реформы, коррупция. Ну, почему тебя тут нет здесь? Здесь коллега у тебя. Буквально еще только пару недель, как начала я туда писать раньше, он сам только делал. Я подписался. Спасибо. Да, если нужно будет что-то там, ну, я чуть давнее этим просто занимаюсь, но тоже поздно. А идеальный, кстати, вариант вот ютуберства, да, это он абсолютно успешный. Это знаешь, что нет, это персональный Роман Цымбалюк, который из серьезных журналистов, из системных журналистов, таких вот классических, он первый начал, да. И это человек, который он начал, у него очень успешный канал, у него и честный, и успешный. Да, и, причем кстати, он мне рассказал, что он это сделал вообще абсолютно органическим путем, без всяких там вложений, вливаний. Ничего, я это знаю точно. Но он очень рано начал, и он нам с Аркадием Бабченко, вот так просто, до убийства, еще когда Бабченко был жив в той жизни, он нам купил 2 штатива таких и дал ему один и один мне. В итоге я дошел сразу, где-то через несколько месяцев начал этим заниматься. А Бабченко самый такой, он самый застарелый такой, вот упрямый лысый черт, но все равно он сейчас начал, и тоже нормально, да. А у Ромы вообще канал окупается сам по себе. То есть это реально. Я считаю, что это ниша. Ну, я считаю, Ниша, что это конечно, путь. да. И, ну, то, что мы сделали за 8 месяцев, то, что я вижу, как это может расти, как оно растет, ну, это может быть Причем, прибыльной историей, ну, да. вообще для журналистов, для независимых каких-то маленьких проектов. Я думаю, что вот это наш путь. Потому что журналистика из классической ничего хорошего в ближайшее время не случится, несмотря ни на какие инициативы Владимира Александровича, что-то сделать с олигархическими телеканалами. Давай оставим Владимира Александровича. Вот, поговорим вот о таких вещах, которые я иногда, вот я не понимаю, как профессионал, я просто не хочу вмешиваться и спрашивать ничего не хочу. Я не собираю ни сплетни, ни слухи, ни какие-то мнения. Я хочу мнения, потому вот как извне ты наблюдаешь, самая точная аналитика. Вот человек, которого я не знаю, а ты знаешь, наверное, чешский гражданин Фиала, да? Он вдруг покупает «Украинскую правду». Мы и не знаю, зачем, почему Алена Притула продала, там, вообще не знаю. Но вот чего он хочет? Это же влиятельные СМИ, да? У него уже есть радио, есть еще одно СМИ политическое, теперь «Украинская правда».
говорят, что ничего не изменится, но я не верю, что ничего не меняется, все равно что-то изменится. Да? Вот это, чего он хочет? Кто он такой вообще? Он искренний человек, который желает Украине там чего-то. Это не олигарх. Вот как это вообще смотреть? Смотри, если рассматривать прям по тем 4 критериям, то Томаша Фиалу можно вообще отнести к олигархам. У него есть медиа, у него есть этот его инвестбизнес, да, ну, который довольно, я думаю, что он довольно большой, какие-то признаки монополии чего-то где-то, может быть, там можно будет найти. У него есть влияние на политику, я думаю, ему можно при желании пришить. Я думаю, он отрицает, что он напрямую финансировал «Голос», но финансировали «Голос» люди, которые работают в компании «Фиалы». Это тоже можно каким-то образом, там, я не знаю, трактовать как участие в политике. Но то, что я видела изнутри, я же не знаю, что у него там в голове, но то, что я видела, работая в его проектах, и то, что я знаю из того опыта, какие ресурсы и какие организации он финансирует, ну, он реально вот человек, который хотел бы помогать тому, чтобы в Украине построилась То нормальная, есть у него какая-то демократическая, идея в голове есть, да? Смотри, у него же бизнес инвестиционный, не только инвестиционный, и ему важны, я думаю, эти правила, вот честные какие-то правила. У него есть истории, когда у них отжали торговый центр SkyMall на Московском мосту, причем отжали люди Порошенко. Каким-то там странным образом, через корпоративные вот эти какие-то сложные истории, это сделал Грановский, да, который контролировал всю судебную систему. Отвоевать это назад, доказать, что это невозможно. Все. И так у нас работает все. И он в этой системе работает уже 10 лет. Я думаю, что ему хотелось бы, чтобы тут работало все, хотя бы как в Чехии, откуда он. И он вкладывается в такие вещи. Он финансирует очень много... Я не хочу его сейчас защищать. Нет, я ни в чем и не обвиняю. Я просто не знаю. Я не знаю, просто для меня новость такая. Я всю жизнь считал, что «Украинская правда» вот это Алена Притулова, да. И тут раз, и совсем и другой. Он точно не будет хуже, плохо. У нас никогда не было его вмешательства в какой-то контент. То есть у него есть принципы, никогда. которые все-таки он никогда не переходит. Я просто не знаю, я тебе поинтересовался, потому что у меня вопрос доверия к СМИ, это вопрос все-таки доверия к личностям. Ну так вот я воспринимаю. Слушай, он финансирует несколько вот этих таких экспертных инициатив, да, которые занимаются какими-то темами реформ. Нет, я знаю, но смотри, но есть еще такая вещь в украинской журналистике. То есть ты не веришь в то, что он купил медиа, потому что он хочет позитивных изменений, преследует личные какие-то интересы, но ты не понимаешь, ни в коем случае. Я просто появился новый игрок большой, потому что НВ все-таки это НВ, да, «Украинская правда» увеличивает как бы влияние в разы, потому что просто это издание такое, да. Я думаю, что он хотел бы влияния. Но смотри, я думаю, знаешь, почему он купил ИП? Я подумаю, что они поняли на новом времени, оно же стало прибыльной такой историей. Да, это заняло сколько-то там лет. Серьезно? Прийти к этому. Но вот именно если брать отдельно сайт, то они стали не только безубыточными, они стали прибыльными. Я думаю, что он понял, что с «Украинской правдой» можно тоже сделать. Она не будет ему там каким-то ермом на шее, а будет нормальным ресурсом. Поэтому, во-первых, это не телевидение, но в любом случае не так обременительно финансово. Да, это в разы, на порядке. Существующий проект, огромная аудитория. Да, и с редактором, там, с профессиональным, там, с сотрудниками. Его можно только развивать, в принципе. А еще знаешь, что я думаю, что могло сыграть роль? Где, я не помню, по-моему, он в интервью где-то сказал, что он жалел о том, что когда Медведчук скупал телеканалы, что он не вмешался в эту историю и не взял себе что-то. Медведчук скупил несколько проукраинских каналов, кстати. А если там такая какая-то подобная, похожая история ожидала «Украинскую правду», которую, если вдруг Притула... Я так понимаю, что она к нему пришла, она, наверное, хотела ее продать, если он решил не повторять эту ошибку. Да, давай это уже не додумывать, тем более, что и людей, о которых мы говорим, мы знаем, и я ни в чем, конечно, их не обвиняю. Я просто говорю, что мне интересна мотивация. А ты как-то работала? Я спросил. Я бы другого не спрашивал. Я у тебя спросил, потому что ты работала, знаешь, да? Вот. Есть еще одна вещь, которая меня в украинской журналистике пугает как тенденция. Это любовь к сливам. Это и в политике тоже. Я сливов не смотрю. Вот, а что ты считаешь сливом? Историю про Бигуса и пленки Медведчука ты считаешь сливом? Я считаю сливом еще с момента выборов. Я Бигусу говорил это лично в глаза. Я считаю, что он его использует, ему это нравится. Вот. А общество, не получая полной информации, получает часть. Это как видеть часть пейзажа, как принимать решение, видя вот кусок правды, да? Даже если это вот чисто принять что-то, не манипуляция где-то сделанная кем-то, а вот прям чистая правда за истину, принять все равно это часть.
И не заморачиваясь как бы достройкой этого пазла, да, ты показываешь часть, и люди сходят с ума. У меня вот недавно какое-то ток-шоу смотрел коллега, он говорит, я думаю, что будет гражданская война. Я говорю, почему? Проукраинские люди ненавидят друг друга. И никакой ОПЗЖ не нужен уже. Эти сливы, они же не против ОПЗЖ Видишь, или что она Медведчука. сталкивает лбами вот Конечно. условных сторонников Я не- Порошенко да, и условных да, противников да. Порошенко. А это же разделение такого не должно быть, это идиотия. Потому что ОПЗЖшники, они отдельно стоят. А здесь, благодаря этим сливам, которые через конкретных журналистов делаются, у них мотивация, не знаю какая, может быть слава, там, может быть что-то еще, да. Я опять не обвиняю, но я факт говорю, что это приводит к расколам в проукраинской части политического спектра. Хорошо, смотри. Я тоже, я вот с Денисом буквально в понедельник, по-моему, говорила, откуда у него эти пленки. Я у него прямым текстом спрашивала, тебе типа там СБУ это слило? Ну, он, конечно, говорит, что нет, что была сложная история, как они их нашли. Но, то есть он не называет это сливом. Но вот те вещи, которые ты вообще ты не слышал, но ты знаешь, о чем там речь. Нет, я смотрел там один кусок, 2 минуты, где они говорят про блокаду Крыма. И оказывается, мы тогда с этой блокадой Крыма действительно историю повернули вспять. Мы может быть, еще что-то было, но вот эти поставки угля, они прекратились из-за блокады Крыма. Ну, там вся схема рухнула вот этом. Ну, а вот те моменты, которые мы слышим про роль Порошенко во всей этой истории легитимизации Медведчука, как ему отдали все эти... Ну, вот на тебя это производит какое-то впечатление? И это меняет как-то твое отношение? Смотри, это, конечно, на меня Порошенко. впечатление производит. Но в каком смысле? Я никогда не считал Порошенко Ангелом. ангелом. Поэтому я и не считаю его чертом сейчас. И я считаю, что все развивается, и жить в прошлом — это какой-то признак шизофрении. Потому что мы уже не живем 2 года с президентом Порошенко. Но такое впечатление, знаешь, как с бывшей женой. Но так невозможно. Ну, может быть, когда-то Украина и Порошенко снова поженятся. Слушай, ну многие люди тогда будем живут. говорить. Многие люди хотят, чтобы он вернулся. Да, но тогда, извини, пока до ЗАГСа не дошел, давайте вот так, да? Здесь же получается, что мы расчесываем какие-то вещи, мне они неприятны. И блокаду Крыма разгоняли реально при Порошенко, разгонял, сейчас вдумайся, Киева с автоматчиками. При Порошенко разгоняет крымских татар на блокаде Крыма. Вот так, знаешь, ну, невероятная вещь. Ну, что тогда, извини меня, 1,5 года торговали с оккупантами? Доктор наук вообще-то. Доктор тут нужен, безусловно, но не в этом смысле. Я про то, что, смотри, мы сейчас живем в другой совсем реальности. В 2015 году, до 20 сентября, с Крымом шла активнейшая торговля. Туда везли все. Стройматериалы, конфеты Рошен, мороженое из Львова. И это считалось нормой. Я понял, что тогда этой блокадой, в том числе и наш телеканал, там, и крымские татары, и патриоты разные там были с разных концов, мы переломали историю. Это было обыденностью. Мы когда с Ленуром, ну, это шеф, да, наш, посмотрели на это, на эти 600 фур в день, мы поняли, что вообще все пропало. Сейчас представить себе такое, у нас такой патриот Петр Алексеевич, ну, наверное, общество его вырастило тоже каким-то образом. Наверное, он менялся все-таки под воздействием обстоятельств. Он не был ангелом и не стал чертом в моих глазах именно поэтому. И если сейчас взять цитаты Зеленского, его период 2 года назад и сейчас, ну, наверное, тоже можно Слушай, то ну же это же самое вот эта украинская, как это, чуть ли не национальная идея, что, скажем, президент Украины обречен быть кем? Бандеровцем, Слушай, патриотом. меня пугает отношение. Во-первых, это детский сад. Вот реально детский сад. Вот я читаю эти посты. Все, конец, пропало. Да, конечно, конец. Раньше-то все президенты святые были. Слушай, Ну, самое смешное в этой истории, что несмотря на все услышанное на этих пленках, сторонники Порошенко по-прежнему остались сторонниками Порошенко, они по-прежнему его защищают, отстаивают. Смотри, и все. но это, кстати... Это не повлияло на них, мне кажется. Это, во-первых, на них никак не повлияло. И подожди еще рейтинг партии вырастет. Вот если это все может быть. Я говорю, никто не просчитает реакцию, во-первых. Поэтому я не участвую в срачах, не участвую в хайпах. Я не комментирую сливы, потому что сливы — это часть. Ну, нельзя комментировать. Но скажите мне, вот простой пример. Вот борщ. Всем понятно, что такое, да? Давайте разберем его на составляющие, дадим картошку попробовать и расскажи нам, что за борщ. То есть ты считаешь, что все события вырваны из контекста? Конечно. Да? Они в любом случае вырваны из контекста. Из общей картины. Они недокомментированы. А сами по себе они неубедительны? Ну, полностью нет. Потому что там, смотри, все было. И были такие обстоятельства в 2014, в 2015 годах, в 2016. Я никого не оправдываю.
Но и люди были другие. И в голове у Порошенко было другое. И у Зеленского в голове было другое. Я просто вот это стремление, как кто там друг друга ест, вот какие животные, вот это съедать друг друга. Жабы и гадюки? Я не знаю, жабы, там про секс. Я говорю про поедание. Ну, ты понимаешь, что это невозможно. Но это реально позорище. Вот для меня Украина по душе. Я никогда не комментирую про украинских людей, даже если они в мой адрес что-то напишут, я максимум забуду. Я не хочу ругаться. Может, это потому, что мы Крым потеряли на какое-то время, ты понимаешь? Но мне страшно. А здесь люди готовы в этой стеклянной комнате просто друг с другом делать все, что угодно. Просто вот эти последние выборы в 2019 году, они как-то настолько поляризовали общество, что это до сих пор нельзя не сшить, не склеить. А знаешь, что еще? Вот мы говорили про Бигуса. Я еще раз говорю, в глаза это говорила, могу повторить. Вот хороша ложка к обеду и плоха ложка к обеду. Не дав полную картину происходящего, дать кусок вот этот, достать картошку из борща и показать, что вот смотрите, какое все говно, да, и действительно, картошка из борща, она не эстетична абсолютно, да, это и в период выборов. То есть Зеленский, конечно, скорее всего, все равно бы победил. Но победы с таким близким к тоталитарным режимам результатом, это неестественно. Это продукт влияния, продукт... Вот сейчас все опять, все рейтинги партии выровнялись примерно, да, все как бы в норму пришло. И это просто в определенный момент, в определенной точке были приложены сверхусилия, понимаешь? И картина вот это знаешь, как бывает, принимать решение в состоянии аффекта. Вот было решение принято в состоянии аффекта. Я не говорю, что Зеленский не должен был выиграть, но просто вот и поляризация, ты об этом говоришь, да? Я твой приговор, ты вот это, ты клоун там. Потом, и вот дошло наше общество, наконец, до клубники и воротника рубахи. А? Нормал, да? Слушай, Ну, это идиотизация. нас приучают жить в киносценарии. Я не хочу. 2 года. Я не хочу. Я не хочу жить. Я не хочу слышать оскорбления из уст одного президента другого. Я не хочу. Имейте, остановитесь. Но вы в Украине находитесь. Значит, надо отменять институт президента. У нас не получается. У нас это не работает. Не работает. Так, прогноз на будущее Украины на ближайшие 2 года. У нас минута. Это будет еще 2 года сериала. Ну, то, что происходит сейчас, это же самое настоящее кино. Все политика простых решений, которые пока что ничем не закончились, и не факт, что закончатся. И я думаю, это делается для того, чтобы они удержались на плаву. Сделать системно они ничего не могут. То есть поэтому процесс они будут вот превалирует над результатом. Да, картинка над сутью, и им надо продержаться до следующих выборов. А дальше еще 5 лет, я думаю, на этом фоне гарантированно. Слушай, а почему власть такая привлекательная? Вот для меня вообще нет. Если была у меня возможность такая, жить где-нибудь в Эстонии, я бы честно писал вот про то, что твоя мама писала в Херсонской области. Я бы мне политика, ни власть не интересна вообще. Не знаю, не все люди такие, как ты. У него Слушай, этим тоже, может быть, не было интересно. Это была какая-то авантюра, которая закончилась, может быть, так, как они не ожидали. А сейчас, насколько понимаю, они увидели, что это не самая пыльная работа. А что не работать? Не крутые, не первые, но и не вторые люди в стране. Ален, ты крутая, все. Их нафиг всех. Не люблю политиков никаких. Вот, они это знают и тоже не любят. Вот спасибо, что пришла. Буду приглашать. Нет, потому что с таким человеком очень интересно разговаривать. Я думаю, нашим зрителям тоже было интересно. Спасибо, кто поддерживает нас на Патреоне. Это очень благородно и правильно. Даже любая небольшая регулярная сумма, это нас поддерживает. Спасибо, что смотрите АТР. Делайте это и дальше. До свидания. До новых встреч в эфире.